За всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, коротко подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем сегодня. В городе на Неве завершился 11-й Петербургский международный газовый форум. Подведем итоги работы большой представительной делегации нашей республики. Кроме газификации, которую сейчас «Газпром» будет делать вдоль Силы Сибири, нам, конечно, надо уже активнее заниматься СПГ. Транспортная круглогодичная доступность сел нам позволяет дальше развивать АЗСки, КРИ-АЗС, например, так уже делается, и в целом газификацию вот этих автономных наших поселков, порядка 30 сел мы должны до 30 года уже сделать. К концу подходят основные ремонтные работы проспекта Ленина в Якутске. Асфальтирование дороги и установка тротуарных плит завершилась на 70%. Что осталось доделать? Мы решили для исключения возможности дальнейших просадок, для исключения рисков обрушений полотна, провести повторное геологическое обследование и дать оценку. И, возможно, исходя из этой оценки, провести какие-либо мероприятия. 110 центров образования «Точка роста» одновременно открыли на этой неделе в 34 муниципальных образованиях республики. Я завидую ребятам. В наше время такой возможности не было. И чем больше сейчас они этих возможностей будут использовать, тем успешнее они будут в будущем. Обо всем этом и не только смотрите в ближайшие полчаса. Региональный Минтранс обозначил примерные даты закрытия переправ через реки Якутии. Первыми прекратят работу с конца месяца. Переправы на реках республики будут закрывать поэтапно. На реке Вилюй закроют между 30 сентября и 3 октября. На реке Алдан с 14 по 16 октября. Позже всех закроют переправу на реке Лени между Якутском и Нижним Бестяхом. Ориентировочно 16-22 октября. Также с 30 сентября завершится навигация на реке Вилюй, а с 12 октября на реке Алдан, с 16 на Лени от устья реки Алдан до Якутска, ну а с 18 октября на участке реки Лены, Якутск-Синск. Распоряжением главы республики Айсена Николаева на всей территории Якутии отменен особый противопожарный режим, который был установлен 10 июня текущего года. Основанием для такого решения послужило понижение класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды и отсутствие зарегистрированных лесных пожаров. Напомню, что пожароопасный сезон в Якутии официально завершился 12 сентября, а последние лесные пожары были зарегистрированы в республике в конце августа. 5 сентября пожароопасный сезон был завершен в первых 14 районах. А президент России Владимир Путин наградил на этой неделе орденом «Родительская слава» Михаила и Кристину Игнатьевых из села Кыи Татинского района Якутии. Отметим, орденом «Родительская слава» награждаются родители или усыновители, состоящие в браке, заключенном в органах ЗАГСа, либо в случае неполной семьи один из родителей или усыновителей, которые воспитывают или уже воспитали 7 и более детей граждан Российской Федерации в соответствии с требованиями семейного законодательства России. В городе на Неве завершился 11-й Петербургский международный газовый форум. Самое авторитетное бизнес-мероприятие нефтегазовой отрасли. В этом году ее участниками стали 22 страны мира. А деловая программа представилась в 19 тематических направлениях. Это и экология, и технологии с использованием искусственного интеллекта в газовой отрасли, и всегда актуальные вопросы подготовки кадров. Развернулась и выставка отраслевой техники. На форуме работала большая представительная делегация Якутии. Об итогах ее работы расскажет Айсена Бурнашова. Республика – крупнейший игрок газовой отрасли. В Якутии свыше 3 триллионов запасов газа. Это более половины всех запасов Дальнего Востока. А его добыча равна 20 миллиардам кубов в год, что позволило войти региону в топ-5 по стране. Газификация республики началась 55 лет назад. За это время сетевым газом обеспечено 104 населенных пункта республики. Впереди новые горизонты. Кроме газификации, которую сейчас «Газпром» будет делать вдоль Силы Сибири, нам, конечно, надо
надо уже активнее заниматься СПГ. Транспортная круглогодичная доступность сел нам позволяет дальше развивать АЗСки, КРИ-АЗС, например, так уже делается, и в целом газификацию вот этих автономных наших поселков. Порядка 30 сел мы должны до 30 года уже сделать. Газифицировать 30 сел до 2030 года. Задача непростая, но выполнимая. Ускорить продвижение поможет автономная газификация с помощью СПГ – сжиженного природного газа, когда голубое топливо поступает в дома и предприятия не с магистрального газопровода, а независимого хранилища. Я считаю, что автономная газификация с помощью СПГ, она перспективна как раз для наших удаленных населенных пунктов, которые, имея круглогодичную транспортную систему, как раз с помощью автономной газификации этот вопрос можно решить. Планируется с дочерней структурой «Газпрома» в ближайшие годы построить малотоннажный завод производительностью до 70 тысяч тонн в районе Нижнего Бестяха. Отобраны уже земельные участки, сейчас идет получение технических условий на подключение. И, собственно говоря, мы ожидаем, что в ближайшее время мы начнем уже с ними работу по проектной документации, и скорости строительства завода СПГ. Это, конечно, очень важный проект, который, во-первых, позволит нам в секторе ЖКХ осуществить программу перевода на сжиженный газ наших котелен. Это одна из ключевых наших задач. Это и экология, это и сокращение затрат, безусловно. Вместе с тем, за свою экологичность и экономичность СПГ становится альтернативным топливом и для заправки транспорта. Свою эффективность сжиженный газ уже проявил во время самого протяженного в отечественной истории автопробега «Газ в моторы». За 46 дней эти КАМАЗы преодолели путь от Владивостока до Петербурга, пересекли 25 городов страны, оставили позади 10 тысяч километров и финишировали на площадке форума. Эти красавцы – тягачи КАМАЗ-5490 «Нео». Каждый грузовик оснащен 2 криобаками с каждой из сторон. Вот один из баков. Именно они и позволяют преодолевать большие расстояния до 1400 километров без дозаправки. В Якутии была организована отдельная ветка автопробега по маршруту Нерюнгри-Ленск, посвященная столетию нашей республики. 18 транспортных средств на всех видах газового топлива проехали более 2500 километров якутских дорог. Сейчас мы использовали все 3 вида газового топлива, которые популярны, которые мы развиваем у нас в республике. Это метан, это пропан-бутан и сжиженный природный газ. Кстати, у нас уже по просторам нашей республики 50 КАМАЗов ездят на СПГ. В Якутии с 2022 года перевод машин с бензина на газ стал дешевле на 90%. Владельцы автомобилей платят лишь 10% за установку ГБО, а при переходе с бензина транспортный налог снижен на 50%. Выгода очевидна. Газ – это 10 раз по разным показателям снижение воздействия на среду. Поэтому думаю, что многие для себя правильно воспримут, и граждане посмотрят экономию по бензину при переходе на газ, и по транспортному, например, налогу. Компании увидят для себя такой же потенциал. И все вместе мы получим хороший, серьезный экономический и экологический эффект. Сегодня использование природного газа позволяет не просто снизить затраты на топливо, но и сократить содержание в выхлопе углекислого газа на 25%, а угарного газа на целых 75%. В планах правительства Якутии сделать газомоторное топливо еще более доступным. До конца 2030 года увеличить в регионе количество газозаправочных станций до 40. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург. Между тем, на текущий момент газ провели еще не во всех домах и даже не на всех улицах и микрорайонах Ленска. Владельцам частных домов приходится закупать дрова или же использовать электрические котлы. Оба этих варианта, увы, не из дешевых. Но на этой неделе на улицах микрорайона «Спутник» началась закладка газовой трубы. Ленский район посетил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко. Цель визита – проверить выполнение работ по газификации района. Мы радуемся, что нам вот уже трубы привезли. Это значит надежда, что у нас газ будет. А у нас электроотопление и дрова. 4 машины только дров уходит за зиму. Ждем с нетерпением. Мы так обрадовались, что вот уже трубы бросили на землю. Ждем. Еще пока ничего не привели, потому что нам пообещали, когда только придет другая бригада, они подойдут и все прекрасно разъяснят нам. Вчера, получается, и в Бичинче, в Мурии мы были. Это как раз перспективные наши районы, где
ведем совместную работу с ПАО «Газпром». Здесь планируем все сроки, которые ранее сельчанам объявляли, соответственно, выдержать. Мы обсуждали перспективы возможной газификации населенных пунктов Ленского района в связи со строительством магистрального газопровода от Кавыктинского месторождения. Четвертый международный Северный форум по устойчивому развитию, включенный в программу председательства России в Арктическом совете, пройдет в Якутске в период с 27 по 30 сентября. Принять участие в мероприятии выразили готовность представители 10 стран, в первую очередь из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году основной темой форума станет обеспечение энергетического благополучия Севера и Арктики, в том числе использование возобновляемых источников энергии. Основные мероприятия пройдут под девизом «Энергия Арктики. Новые вызовы, новые решения и технологии». 350 тонн рыбы с шоковой заморозки прибыло в Якутск из северных районов. В этом году в рыболовецких хозяйствах путина прошла успешно, поэтому рыбной продукции много. Сейчас завезли омуль и чир. О том, как проходит арктическая навигация, смотрите в сюжете Светланы Амосовой. 15 сентября в 5 часов вечера к Якутскому речному порту причалил теплоход «Магдебург». Судно проделало большой путь. Сначала рыбу добыли на реке Лена, потом на Индигирке. Теплоход по плану с Якутска отплывает 20 сентября с товарами первой необходимости для Колымской группы районов. А сейчас пока проходит разгрузка свежей рыбы. 350 тонн рыбы выгружают речники в круглосуточном режиме, чтобы успеть загрузиться к следующему рейсу. Это продукция рыбаков и Индигирки, Булунского района. Омуль, чир. Далее Магдебург проследует по маршруту Якутск, Зеленый мыс, Нижнеколымский улус. С крупнейшего склада пятитысячник на судне в определенном температурном режиме будут отправлены овощи. Это картошка, капуста, морковь, свекла и скоропортящиеся продукты питания, молоко, колбасные изделия и другие. Навигацию мы планировали перевести 5000 тонн. На сегодня фактически доставлено до мест 3800. Осталось во второй тур арктической навигации довести 1200 тонн. Все идет по плану, мы имеем уверены, что мы все довезем в целости и сохранности. 6 тонн рыбной продукции будет реализовано в Якутске в ближайшее время. Эта рыба принадлежит рыболовецким хозяйствам, и цену на рынке будут они определять сами. А для населения города Якутска мы заготовили сами по договоренности с рыболовецкими хозяйствами омуль шоковой заморозки. Мы его продавали буквально неделю назад, когда пришел Мальчиков. И сейчас с Магдебургом мы тоже начнем продавать. Цена будет 350 за килограмм. Арктическая навигация идет по запланированному графику. Сейчас важно не отставать от плана и успеть завезти в северные районы необходимые продовольственные товары до первого льда. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. К концу подходят основные ремонтные работы проспекта Ленина в Якутске. Асфальтирование дороги и установка тротуарных плит завершилась на 70%. Об этом сообщает заказчик работ «Главстрой». Впереди работы по благоустройству и следующий этап реконструкции. Продолжит тему Саргалана Неустроева. Вот уже более полугода главная артерия города перекрыта. Запуска машин на проспект каждый горожанин ждет с нетерпением. Это не только разгрузит плотный трафик автодвижения на остальных улицах, но и покажет, каким станет весь облик города через несколько лет. Однако уже сегодня можно увидеть положительные результаты реконструкции проспекта. Результаты положительные у меня. Все нормально, так и должно быть. Велодорожки, новые тротуары, новые дороги, асфальт, все хорошо. Очень качественно сделали, как я смотрю. Мы там уже прошлись. И вроде все недочеты, как по мне, их скрыли. По ощущениям, вроде хорошо работает, все заканчивается вроде. Тротуары широкие, велодорожки появились. Сегодня работы по асфальтированию завершились только на одном участке проспекта с улицы Каландрашвили до улицы Октябрьской. В данный момент активно производится укладка тротуарных плит, парковочных мест, перекрестков и других нюансов современного благоустройства. Здесь учитывается все, в том числе и самые наболевшие моменты.
Не секрет, что главная проблема якутского пешехода зимой – это скользкое тротуарное покрытие. На этот раз проектировщики проспекта Ленина задумались над этим вопросом и приобрели гранитную тротуарную плитку с шероховатой поверхностью, которая в теории не позволит пешеходу заскользить в холодное время года. Однако в ходе строительства дороги возникли и трудности. Так, весной на глубине более метра земля растаяла, и грунтовые воды подмыли почву под будущим полотном. На решение проблемы ушло драгоценное время. Сроки строительства стали сжатыми. Отработав в таких глубинах, мы решили для исключения возможности дальнейших просадок, для исключения рисков обрушений полотна, провести повторное геологическое обследование и дать оценку. И, возможно, исходя из этой оценки, провести какие-либо мероприятия, которые обеспечат устойчивость конструкции. В настоящее время производится геофизический и геологический мониторинг за построенным дорожным основанием. Также производится монтаж водоотводной системы. Таким образом, еще одна проблема города – лужи – будет решена. А уже в октябре улицу будут освещать новые фонарные столбы. Однако полноценным видом обновленного проспекта жители и гости столицы смогут насладиться только в следующем году, по завершению второго этапа реконструкции. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Ну а в Нерюнгри продолжается благоустройство восточной части парка имени Чиряева. Сумма контракта, которая составляет 47 миллионов рублей, была выделена в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды несколько лет назад. Сейчас же стоимость некоторых стройматериалов выросла до 2,5 раз, поэтому большинство компаний отказались от участия в торгах. Срок, в который должен уложиться подрядчик, составляет 2 года. Напомним, что договор с прошлым подрядчиком был расторгнут из-за некачественного выполнения обязательств и несоответствия сроков. В апреле этого года городская администрация заключила контракт на строительные работы с новым подрядчиком. В мае индивидуальный предприниматель Александр Прощелыгин со своей командой приступил к выполнению работ. Мы столкнулись с наследием от предыдущего подрядчика, там вплоть до мусора, и многие моменты нам пришлось просто переделывать. Разгребли наследие и потом только приступили уже к своим работам. И здесь много было факторов, которые где-то машина не могла подойти, где-то куча щебня оставались. Вот приходилось это все вывозить, перерабатывать. Лучше с нуля делать, чем за кем-то. Положили около 4000 квадратов плитки, сделали все дорожки, светильники, и будет видеонаблюдение, теплый туалет и 3 детских зоны площадки. И плюс навес с качелями, это такой арт-объект будет. 110 центров образования «Точка роста» одновременно открыли на этой неделе в 34 муниципальных районах республики. Кроме того, в рамках регионального проекта «Современная школа», национального проекта «Образование» в школах был произведен ремонт, закуплена новая мебель и современное оборудование. В центрах планируется реализация не только общеобразовательных программ, но и обновление программ дополнительного образования, внеурочная деятельность по биохимии, биоэкологии, экспериментальной физике и робототехнике. Надо сказать, что это условия для обучения и воспитания детей, которые нам помогут не только на уроках физики, химии, биологии, но и, конечно, по дополнительному образованию. Дети должны научиться работать на приборах современных и вести, конечно, научно-исследовательскую деятельность. Тем более Хатасская школа 4-й год работает по агротехнологическому направлению и очень успешно работает. Школа сотрудничает с Академией сельского хозяйства, поэтому здесь будет очень интересно и детям, и самим же педагогам. Появилась точка роста и в Алданской школе с углубленным изучением отдельных предметов. Теперь воспитанники образовательного учреждения еще глубже погрузятся в прикладные науки по выбранным направлениям. На открытии побывал Руслан Павлов. 2 обновленных класса по направлениям химия, биология и робототехника появились в Алданской школе с углубленным изучением предметов. Это 6-я точка роста, которая поставлена на образовательной карте района в этом году. Теперь школьники смогут существенно расширить свои знания и кругозор. Мне кажется, мы будем с ними работать, но, как нам сказал учитель по биологии, то, что мы будем практиковаться, так как мы уже 10 класс будем изучать общую биологию, мы как раз будем практиковаться, изучать все это, пробовать. И, хотелось бы тоже еще записаться на робототехнику, потому что это очень интересно.
Точка роста – это федеральная сеть центров образования в рамках проекта «Современная школа». Такие центры предназначены для реализации основных программ и дополнительного образования, естественно, научного, технического, гуманитарного и цифрового профилей. В сфере среднего образования Алданского района таких точек роста уже 14. Я завидую ребятам. В наше время такой возможности не было. И чем больше сейчас они этих возможностей будут использовать, тем успешнее они будут в будущем. Учитель биологии школы с углубленным изучением предметов Тяканова Александра уверена, что новые классы помогут детям определиться с интересами и дальнейшем выборе профессии. И по биологии есть направление физиология, это 8 класс. Это то, что связано с человеком, да? Измерять электрокардиограмму. Это еще направленность на медицинский спектр. То есть дети могут, если кто-то выбрал медицинскую направленность в дальнейшем в образовании в своем, то они могут в практической деятельности сделать какие-то манипуляции, простые физиологические манипуляции. Это очень полезно. В любом случае, все, что новое, все, что связано с техникой, технологией 21 века, это очень интересно и полезно для детей. Впрочем, у школы есть свои внутренние точки роста. В прошлом году между образовательным учреждением и Московским институтом имени Пирогова было заключено соглашение о сотрудничестве. Первые профильные лекции и видеосеминары уже состоялись. То есть наши дети с 7 по 11 класс будут проходить вебинары, обучение, экскурсии по этому институту. Ну и мы, конечно, планируем в дальнейшем возможности вывести детей в этот институт. Вот я думаю, что год продуктивной работы, вот это 22-23, нам уже поставит все точки над «и», и мы будем точно знать, что наших детей ждет в будущем. Работа по укреплению научной и технической базы сферы образования продолжается. Задача до 2025 года – открыть подобные точки роста во всех школах района. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. К столетию Якутской АССР на ВДНХ открылась экспозиция Якутии в рамках 17-й международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России». Делегацию республики представляют общественные организации коренных малочисленных народов Севера из Тампонского, Оленёкского, Алданского, Аллайховского и Кобяйского улусов. О том, какие сокровища Севера привезли в Москву якутяне, в сюжете Туяры Константиновой. Сокровища Севера снова приехали в Москву. Павильоны 27 регионов приглашают гостей выставки познакомиться с яркой палитрой культур северных народов, населяющих нашу страну. Эвенкийский народный коллектив «Эвенкян» села Хатыстыр Алданского района привез постановку по мотивам эвенкийского эпоса «Немнакан». Это наш не первый Немнакан, это второй. Первый Немнакан назывался «Таргандун. Богатырь среднего мира». Второй вот этот эпос наш, вот, который мы сюда привезли, да, он не Трофимовым Николаем Гермогеновичем написан, а его братом. Мы пропагандируем эвенкийский фольклор. Я второй день наблюдаю за ними и второй день нахожусь в таком культурном шоке. Мы пригласили их на мастер-класс сюда, потому что вчера, когда смотрели пролог по 7 культурам Якутии, и немножко надо было исправить чукотскую хореографию ребят. Они с удовольствием пришли, и мы с ними целый час позанимались. Хотя вы видите, как они работают на уровне взрослых артистов. На главной сцене фестиваля «Сокровища Севера» Якутия презентовала лабораторию одежды коренных малочисленных народов Сирек-Те – сухожильная нить. Цель нашей лаборатории – это сохранение традиционной одежды коренных народов, 5 народов. Это эвенки, эвены, долганы, чукче, которые проживают в нашей республике. Главное – это одежда, да, тепло, конечно, да, вот, безопасность. Когда одеваешь теплую одежду, ты знаешь, что 100% я уже одет тепло. Еще есть проекты, будем создавать вместе, будем работать на международном уровне, на республиканском уровне будем работать. И все наши мастера 5 народов представлены здесь. Вот видите, мы привезли в этом году
5 полных комплектов одежды мужской, женской, меховой. Даже из села Березовка мы смогли в этом году привезти 80-летнюю мастера, народного мастера, которая сама шьет до сих пор уникальные венские вещи. Впервые на выставке работала интерактивная творческая площадка «Дети Арктики» для ребят из северных и арктических территорий, чтобы они с пользой провели время с ровесниками. Здесь разного рода мероприятия, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, по танцевальной, песенной культуре народов Севера и Арктики, этнолектории о культуре, языке, и все тем, что связано с Арктикой, с Севером. В том числе сами дети задействованы в том, чтобы, например, для детей других национальностей рассказывать о своей культуре. Разработчик электронного переводчика Аяна Николай Апрасимов рассказал на круглом столе, организованный Федеральным институтом родных языков, о том, как цифровые технологии могут помочь в изучении эвенкийского языка. Было очень много предложений насчет апробации данного решения для других языков. Мы уже апробировали алтайский язык. Мы уже будем также начнем работать над энским языком, то есть язык энцев. И вообще предлагают начать с тафаларов, потому что чем меньше народ, чем пока есть носители, есть шанс, что язык можно возродить из пепла. Сокровища Севера давно перешагнули масштаб национальной ярмарки. Здесь собираются единомышленники и сородичи со всей страны. Формируются новые смыслы, рождаются уникальные проекты, в основе которых лежит идея сохранения самобытной культуры и древних традиций предков. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя.